Дуслар салям, всем привет! Это Эйда подкаст, где мы учим татарский язык по новостям, песням и мемам. Меня зовут Римма, и я учу татарскому. Меня зовут Айнур, и я учусь у Риммы татарскому. Айнур, как всегда, мы начнем с новости, а новости мы читаем на сайте Азатлык Радиоса. Эйда подкаст. Учим татарский. Первая новость. Татарларның ничә проценты татар телендә иркен сөйләшә? Галимнәр җавабы. Я перевожу по традиции. Татарларның среди татар или у татар ничә процента, сколько процентов? Татар телендә на татарском языке иркен сөйләшә. Иркен свободно, сөйләшә говорят. Галимнәр җавабы. Галимнәр это ученый, җаваб это ответ. Получается җаваб, когда мы говорим җавабы, П превращается в Б, да? Да. И у нас получается җавабы. У меня вопрос только по слову иркен. Иркен это ирек, иркен это все вот однокоренные слова. Свобода, свободные. Да, иркен это означает свободный, просторный, если мы говорим про пространство. Про то, что человек может вести себя свободно, без каких-то ограничений. Вот, Рима, син иркен кишеме? Насколько ты оцениваешь себя по уровню иркенлик от 0 до 10? Ну, из-за некоторых факторов, наверное, я скажу, 5 из 10. 5 из 10. Да. В голове мы, конечно, у себя там 100% иркен, но есть какие-то события, какие-то условия, которые нас, конечно, ограничивают. И в изучении татарского, и в свободе слова, и даже там, например, в том, что носить. И вообще, я бы сказала, у татар в голове сидит какой-то внутренний цензор, который говорит, лучше промолчать, лучше так не одеваться, лучше так не говорить. У тебя сидит такой? У меня сидит, когда я хочу что-нибудь новое прикупить, например, новый iPhone. А внутри сидит такой татар-апассай, который говорит, у тебя есть уже Android, все нормально. Типа, акша туздырып йөрмә. Әйе. Акшаның ямен белмисең. Әйе. Окей, давай я еще хотел с тобой поговорить по поводу содержания статьи. Вот все-таки очень интересно, да, ничья процент татар телендә иркен сөйләшә. И что все-таки галимнәр говорят? Ой, галимнәр очень много чего говорят. Тут в статье вообще приведена хроника по годам, вот даже начиная с 1897 года. И что там? 91,5% татар жили в деревнях. В 1989 году, то есть через 100 лет, 83,2% татар назвали татарский язык языком матери. В 90-х годах 40% татар дома говорили на татарском. И большинство, 40%, проживали в деревнях. Менә кара, син бит бер үзең яшисең. Әйе. Вот син нидә нинди телдә сөйләшисең? Попала бы ты в эту статистику или нет? Ты бы знал, какие у меня диалоги в голове. Я скажу секрет, Рима дома разговаривает на чистом башкирском. Конечно. А потом через 2 часа уже на татарском. 2 часа разница там между татарским и башкирским. Окей. И что? О, смотри, какое предложение. Татарстан мәгариф министрлыгы мәгълүматларына ярашлы 2014-2015 елларда республикада 1488 мәктәпнең 827-се татар мәктәбе санала иде. Ягъни укучыларның 43% татарча белем ала дип әйтелде. 827 от 1488 это больше половины. А сколько? 43%, да? Да. И какая динамика? В 2017 году татарских школ стало 742 штуки. Почти на 100 меньше. В 2020 уже было 679. Еще там на 70-80. Динамика очевидная. У меня самые главные цифры для меня, которые меня поражают, это последняя перепись. Понятно, что к ней есть вопросы, но если сравнивать уже не одну перепись, а 2, например, по-моему, пролета, да? То есть у нас татароговорящих минус 2 миллиона. Тенденция, да. В смысле, она не тенденция, это прям как бы какое-то вымирание. Да. Как там у Гаяза из Хаки. Инхарас. Вот, это слово вымирание, да, на татарском.
Ну вот, как бы новости печальные, не знаю, что с этим можно сделать. То есть у меня как бы из того, что я знаю, если не будет каких-то политических решений, то есть вот чисто на голом энтузиазме, там, сами делаем мультики, песни, там, сабантуи, язык не спасти, динамика будет таковой. То есть единственное решение, которое вот все ученые мира там изучали способы сохранить языки, и что они поняли, что язык нужен в школах, он нужен в обществе, он должен быть языком на работе, иначе как бы, ну, дальше тенденции только туда вниз. Оска. Но я бы не исключила, что все равно надо искать пути, как изучать татарский язык самому, создавать какой-то татарский контент, искать эти мультики. Если их нет, самому делать эти мультики. Нет, это не исключает. Это как бы да, но это не решает вопрос глобально. То есть глобально татарский язык имеет вот такую математическую модель, которая строится, показывает, что носитель татарского будет очевидно меньше. И вот эти все вещи, да, ну, прикольные вещи, но они для какой-то узкой интеллектуальной татарской элиты или уже татароговорящих, да. То есть если есть мультики на татарском, кто их смотрит? Дети, которые говорят на татарском. Так значит, их родители уже говорили на татарском. То есть это контент, который как бы закрывает потребности уже татароговорящих, да, а то есть там, ну, мы знаем по демографии, что у нас, чтобы как бы было одно и то же население, на одну женщину надо, чтобы было 2 и 3 ребенка, а в татарском, по сути, нужно, чтобы на одну женщину было 2 и 3 татароговорящих ребенка. Ну, такая же статистика, но это же не так. Только если, Рима, ты родишь 6 миллионов татар. Опять на женщин все. Опять женщина виновата. Ладно, сами будем рожать. Чем мы, татарлар? Что мы не способны? Удачи, успехов. Да, а зато так и пишет. За 19 лет в России количество говорящих на татарском языке, ну не говорящих, а знающих татарский язык, уменьшилось на 2 миллиона. То есть мультиками, конечно, не спасти, но смотреть мультики тоже не забывайте. Мы же еще учим татарский по песням. Так вот, какая песня тебя вот захватила в интернете в последнее, вот не знаю, сколько мы не виделись, время? Я кабан. Что это? Не помню, я только слово это помню. Типа, я усталый кабан. Ладно, это какая-то харамная песня. Я вот видел, что, например, по всему интернету гуляют. Это удивительно, да, что вот в такое время, но, например, татарский язык появляется на федеральных каналах, и там певица, которая исполняла вот эту песню из 90-х, как ее, Онуфмаган. Может, видел, у Андрея Малахова выступала? Тангеурам. Тангеурам. Ага. И где еще? Видела еще татарский язык на битве экстрасенсов. Там и Марат Башаров тоже что-то сказал на татарском. В каких-то сериалах появляется татарский язык. Ну, то есть, с одной стороны, как бы новость вроде неплохая, но с другой стороны, мы видим то, что происходит там, вот опять-таки, с количеством носителей в школах. Ну, с одной стороны, если это как-то естественно, вот это вот татарский язык как-то проявляется при создании контента, а не как вот эта сувенирная фишечка второго по численности народа России, когда все нерусские языки там терпят сейчас вот какие-то запреты, ограничения по количеству часов, то это нормально. То есть мне, например, очень понравилось, когда на большом шоу появился этот башкирский блогер. Да, и понес там на татарском или на смеси татарского и башкирского на другого комика татарского происхождения. Вот он где, я его ищу, хожу здесь. Это было как-то вот, ну, естественно. Органично. Органично, да. Еще как этот Айдар сначала держался, а потом уже все, его прорвало. А там был еще в предыдущем, когда был Рузиль Миникаев, там тоже... Я, конечно, не знаю там весь контент. Вообще, можно ли говорить про такие шоу? Я вообще не знаю про их концепцию, но то, что попало в интернет, было очень даже органично, как ты говоришь. Ну вот то, что там у этого Марата Башарова с непонятной репутацией, какие-то вот эти кусочки... А что, бьешь женщин нельзя говорить по-татарски? Бьешь женщин, но не веди, не знаю, передачи на федеральном канале. То есть вот это мне все кажется, знаешь, таким, типа, когда в детстве
ребенка приглашают выступить перед гостями, перед друзьями, там, родители, типа, расскажи стишок, типа, или там, спой, пожалуйста, а потом спел, все, иди в свою комнату и не вылезай, типа, к столу не подходи, не позор нас там перед другими гостями, пока мы тут гуляем. Твой день рождения. Вот такая у меня какая-то вот ассоциация. Ну, это хорошая очень метафора, на самом деле, да. То есть в той ситуации, которая сейчас происходит, это так и выглядит. Типа, вот посмотрите, у нас здесь что-то есть региональное, национальное, но как бы это... Да. То есть мы у тебя в школу будем сокращать уроки твоего родного языка. Мы плевать хотели на двуязычие в твоих республиках, когда будем создавать там, не знаю, дорожные указатели, какие-то вывески и прочее. А документооборот тоже чисто на одном языке. Но при этом, знаете, чупа-чупс там выступи у Марата Башарова, скажи «Бекев Шамалай». Здорово. И все будут это по коротким видео, шортсах. Это все тиражировать, и все довольны. Татары счастливы. Опять грустненько получилось. Я еще раз дисклеймер сделаю, я просто так сказал, а что нельзя бить женщины и говорить на татарском, будто прозвучал, будто бы я за это. Вообще, я очень сильно осуждаю Марата Башарова, вообще я против домашнего насилия, вообще против любого насилия, просто хотел, чтобы вы знали. Мало ли там сейчас опять что-нибудь кто-нибудь не так поймет. Как этот имам, который советовал, какой палочкой правильно халявно бить своих жен. Осуждаем. Угу. Я увидел такой мем. Чиз утер. Тапи бир. Башка тапи, молодец. Тугер. И там женщина собаке дает команды, и в том числе говорит тугер. Ой, То тугер. есть она говорит, типа, садись, Да. место. Все это на татарском. Еще Мгм. говорит тугаре. Вот что значит тугер? А что делает собака на эту команду? Кружится. Да, я тоже видела этот рилс, и тоже полезла сразу в словарь. Я люблю сидеть в словарях. Вот можем сразу посадить меня перед словарем и оставить меня на 5 часов. Я на монтаже просто отрежу, скажу, можете просто посадите меня. Там мы поговорим про татарский язык, как все плохо, ты говоришь, можете, посадите меня. Не надо, пожалуйста. Ну, потому что я привыкла, что нельзя говорить человеку, что он неправильно говорит на татарском, потому что у нас очень много разных говоров, диалектов, татар много, также и много разных слов на одно и то же явление. Угу. То есть то, что ты это не изучал в школе, так не говорят в твоей семье, ты никогда это слово не слышал, это еще не значит, что этого слова нет в языке вообще. Поэтому прежде чем осуждать, как мы любим, я полезла в словарь, нашла это слово. Да, оно однокоренное со словом тугоряк, то есть крутиться, вертеться, но, как я понимаю, обычно не используют, потому что в комментариях женщина ответила, что нашла в словаре. Ну, может, ей там Яндекс перевел или кто-то еще. А как на литературном татарском будет? Борл? Бурал или эйлян, но когда учат собак, им же не говорят глаголы. То есть им говорят место. Уран. Да, уран. То есть можно было сказать тугоряк, или там эйляне, или эйлян, Не, почему? но... Ну, императив же тоже есть, это стадись. Да, конечно, сутр. есть, но я считаю, что у собак, ну и кошек, и клички должны быть какими-то короткие, не длиннее 2 слогов. И там еще должны быть какие-то, звонкие согласные. Мгм. То есть эйлян, оно мягкое. Мгм. Собака может даже не расслышать. А когда вот тугер, там есть р, По-твоему, лучше подходит. мне кажется, она все правильно сделала. И Ну, от слова же тугоряк, по сути. Тугоряк, да. тугар. И в словарях тоже можете найти, покопаться там в этимологии, как я, например, люблю. Супер. Вот. И да, и собак тоже можно учить Татарскому. татарскому. Мы не смогли научить людей, но мы научим собак. Да. Ну и роботов тоже. Кстати, это более перспективно. Да, роботы спасут татарский язык. Я надеюсь. На этом у нас все. Больше смотрите в наших социальных сетях и на сайте Айда Онлайн. Учить татарский вместе с нами в легком ежедневном формате. С вами были ведущие Айда подкаста Рима. И Айнур. Татар Талинукугас, татарша Силяшагис, Сау Булгас. Селямат Булас. Айда подкаст.
Учим татарский.